Меморандум о строительстве мостового перехода через реку Лену подписан. Во Владивостоке состоялось подписание трехстороннего соглашения между правительством Якутии, группой ВИЗ и государственной строительной компанией Китая. Оно предполагает сотрудничество сторон в реализации проектов по созданию автодорожной инфраструктуры в Якутии. Отметим, что группа ВИЗ уже работает в Якутии. Компания реализует проект по созданию социальной инфраструктуры на принципах государственно-частного партнерства. Привлечение одной из крупнейших китайских компаний позволит региону реализовать масштабные инвестиционные проекты. Проект строительства Ленского моста – это один из самых важных инфраструктурных проектов и для Якутии, и для всего северо-востока нашей страны. Безусловно, его строительство в ближайшие годы абсолютно необходимо. И Якутия сейчас начинает уже активно возобновлять работу в данном направлении. По результатам моей встречи с президентом нашей страны Владимиром Владимировичем Путиным были даны конкретные поручения в адрес правительства Российской Федерации по рассмотрению различных предложений. И в рамках этой работы мы сейчас ищем партнеров для подготовки проекта концессионной инициативы по строительству автомобильного моста в районе города Якутска через реку Лена. В том числе первыми выступили с предложением данную концессионную инициативу разработать и ее потом реализовать. Крупнейший такой консорциум в лице корпорации ВИЗ, крупнейшего игрока на рынке государственно-частного партнерства в нашей стране, и CRCC, тоже крупнейший мостостроительной, железнодорожно-строительной компании Китая. И мы с ними подписали и будем в дальнейшем отрабатывать уже различные варианты концессионной инициативы с ними. Также подписано соглашение между республикой и компанией Ростелеком. И сейчас на прямой связи с нами наш корреспондент Лана Ильина. Лана, здравствуй. Расскажи подробнее про этот важный для республики документ. Слышу. Да, Анастасия, Восточный экономический форум продолжает свою работу, и в его рамках состоялось подписание еще одного важного документа. Правительство Якутии и ПАО «Ростелеком» подписали договор о сотрудничестве. Внедрение оптоволоконных технологий сейчас необходимо во всех отраслях нашей жизни: в медицине, образовании, госуслугах, транспорт, ЖКХ и так далее. Сегодня 57% всех домохозяйств Якутии обеспечены связью от этой компании. И в августе оптоволокно пришло в Сунтарский улус, и оттуда оно пойдет в группу вилюйских улусов. Внедрение цифровых технологий в арктических улусах также необходимо, также невозможно представить себе без Ростелекома. Президент компании «Ростелеком» Михаил Асеевский выразил заинтересованность созданием IT-парков на территории республики и сказал о том, что этот масштабный проект также интересен для их компании. Анастасия. Лана, спасибо. Я напомню, что на прямой связи из Владивостока с нами была наш корреспондент Лана Ильина.